Грузится. Мгм. Здравствуйте. Мы начинаем наш разговор о редакции, о новой редакции. Ну, как правильно, давайте так, о редакции федерального закона под номером 498. И сегодня я представляю... Здравствуйте. Мы начинаем наш разговор о редакции, о новой редакции. Ну, как правильно, давайте так, о редакции федерального закона под номером 498. И сегодня я представляю... Здравствуйте. Мы начинаем наш разговор о редакции, о новой редакции. И я хотел бы поговорить еще все-таки о законе. Я представляю вам наших собеседников. Это Михаил Чиросов, представляет, наверное, больше науку Республики Саха-Якутия. И, наверное, Академию наук все-таки, Сибирскую Академию наук. Правильно я говорю, Михаил? Деление. Да, и нашего, так сказать, блогера, общественника, а как общественника, получается, член Общественной палаты Республики Саха Николай Барымыгин. Но я хотел бы заметить, что Николай у нас уже еще и председатель общества, да, дружбы с Японией, правильно? Да. Это Якутского регионального отделения общества Россия и Япония. И для того, чтобы начать все-таки разговор, да, об этом, и я знаю, что вы готовите определенную акцию, поэтому мы здесь и собрались, да, как бы вдвоем обсудить, не приглашая всех. Поэтому хотел бы начать, наверное, да, с Николая, потому что во всех наших разговорах везде говорят о примере западных стран и так далее, о гуманном, как говорится, отношении к животным. И хотелось бы для начала, чтобы люди понимали, о чем мы говорим, наверное, все-таки, Николай, рассказали бы, а как в Японии к этой проблеме отнеслись? Здесь проблема имеет два таких основных вопроса. Это первое в том, что все говорят, что это брошенные собаки, да, которые вот стали бродячими. И, во-вторых, проблема, что делают с отловленными собаками. Вот. Но что касается Японии, да, там собаки очень дорогие. То есть щенок стоит около $2500. Вот. Обязательно требуется его регистрация. Вот. И он проходит все необходимые вакцинации от заболеваний. Вот. И также происходит его стерилизация. Вот, например, у меня знакомые, семья хотели взять собаку, так как она стоила $2500, они взяли кошку, вот, которая стоила $1500. Вот, и они заплатили еще $400 за ее стерилизацию. То есть, получается, в Японии изначально делается все таким образом, что, во-первых, в Японии все делается таким образом, что изначально этот собаки, кошки, они становятся на учет, вот, они проходят необходимую вакцинацию, и тут же сразу им делают стерилизацию. Вот. И хотя в Японии есть понятие бродячая собака, бродячая кошка, нора ину, нора неко, но это в основном воспоминания. Потому что раньше, говорят, после войны, когда японцы были бедные, вот у них было много таких бродячих собак. Вот. Но Япония, так же как вот многие развитые страны, это Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Малайзия, Сингапур, США, Франция, ЮАР, Япония, вот она по бродячим собакам, она входит вот в систему безвозвратного отлова. То есть, получается, если обнаружили бродячую собаку,
Вот, если поступил сигнал и ловцы ее поймали, то ее привозят в пункт передержки, потом несколько дней выдерживают. Если ее никто оттуда не забирает, ее таким безболезненным образом проводит ей эвтаназию, то есть этой собаки. То есть получается, никто собак обратно на улицу при минус 50, как у нас, да, за границей не выпускать. То есть если собаку поймали, это, считай, или ее забрали в семью, или ее, то, скажем так, безболезненно сделали ей, безболезненно сделали эвтаназию. Вот. Ну, такой вот мировой опыт. Поэтому то, что у нас вот это, да, это вот отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, да, то есть это в основном относится к кошкам. То есть к собакам это не относится за границей. Потому что кошки все-таки более, скажем так, безопасные, да, то есть менее опасные, чем собаки в плане вот отношения к человеку. Что показывает вот трагический случай с Сарданой Афанасьевной Слепцовой, кандидатом наук, которая вот уже должна была в первой половине этого года защитить докторскую диссертацию по химии. Вот. Ну, у меня все, Олег. Ну, я, наверное, немножко добавлю, потому что таких стран, которых обратно возвращают их единицы, и очень часто это, наоборот, страны, в которых, ну, вот Греции ее называют в этом числе, и приводят Германию как страну, которая имеет поправку Конституции, что необходимо делать возврат. Ну, у них вот такое ответственное отношение в Конституции их страны прописано. Ну, а по большей части и Соединенные Штаты Америки, ну, правда, в Японии что-то очень короткий срок. Обычно в разных странах по-разному, от даже до месяца, до 2 доходят. То есть там идет информация в соцсетях, люди знают, что к ним можно прийти, куда забрать животное. Есть такой же оборот по-любому домашних питомцев, вот именно в таком же стиле, особенно среди пожилого возраста. Если уходит собака, кошка в иной мир, то хочется восполнить, питомца взять. Ну, вот такой круг есть. То есть берут. Ну, вот у нас очень часто бывают ситуации, которые прямо такие случаи прямо показывают, до сотен живности в квартире, в многоквартирном доме. Это такого, наверное, нигде нету, ни в одной стране мира. Но в Японии, например, арендовать или жить с собакой, ну или с другим животным в квартире очень сложно. То есть эту собаку надо обязательно согласовывать вот, или с домовладельцем, или вот с соседями. Потому что все-таки у них не было такой традиции держать домашнюю живность вот, у себя дома. Ну, кто помнит фильм «Легенда о Нараяме», тот, наверное, понимает, что до недавнего времени японцы жили очень бедно, то есть у них стояла проблема пропитания для себя, да, для семей. Вот. То же самое, что вот у нас в Якутии. То есть, например, люди жили бедно, люди сами практически голодали, поэтому содержать, например, лишних каких-то там дворняжек, у них не было возможности. Вот. То есть вы хотите сказать, мы на сегодня богатая страна? Нет, мы не богатая страна, просто у нас закон, он скопирован. Вот у нас вот тот же Бурматов, те же вот депутаты Госдумы, они в основном ругают Запад, да? Вот ругают Запад, говорят там тлетворное влияние, там Госдеп, там так далее. Но все равно пытаются его копировать.
Я считаю, что если ругаться на Запад, да, то не надо перенимать у них вот негативные явления. Вот, поэтому надо просто этот самый своим путем. А в той же России тоже до революции 17 года народ тоже жил очень бедно, и поэтому такого понятия, как вот бродячие собаки, не было. Ну, это Ну и пословица есть, что русскому хорошо, то, может быть, немцу даже не подходит, и наоборот, правильно? да, 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 да. Поэтому вот и второй момент, вот я считаю, что проблема метисации, да, очень стоит острая, потому что чистопородные собаки, там они же, например, чтобы они спаривались, там заводили потомство, это там заранее договариваются, находят равноценных и так далее. А собаки с низкой социальной ответственностью, они, понимаешь, этот самый, Даже так, да? ага, Вот. то есть Да. они партнеров находят вообще со страшной силой, да, поэтому идет страшная метисация, и вот во многих статьях пишут, что этот самый специально как, ну, дикие собаки, они вот и проходят естественный отбор в наших северных условиях. И вот как 2 года назад, после случая в Ленске, вот Общественная палата города Якутска проводила общественное слушание по собакам. Там выступала Елена Шадрина, доктор биологических наук, вот она, которая изучает собак. И вот она говорила, что идет действительно естественный отбор по этим дворнягам, которые одичали и выживают наиболее приспособленные, наиболее такие вот злобные вот, собаки, которые уже напоминают по поведению волков. Но в отличие от волков, они людей не боятся, они как бы живут в городских условиях. Но я хотел бы отметить, что вот коллега Михаила Чуросова, Иннокентий Охлопков, вот директор Института биологических проблем криолитозоны, недавно вот рассказывал о волках на свалке города Мирного. То есть уже и волки начали подтягиваться к жилью, вот, и на свалке города Мирного они там живут и едят объедки продуктов. То есть уже получается не только дикие собаки, но уже дикие волки уже идут в город, чтобы иметь продукт питания. Михаил, а вы как можете объяснить? Потому что мы обсуждаем действительно достаточно серьезную проблему, в отличие от больших, может быть, городов, да, но в наших условиях закон Бурматова, он должен быть скорректирован, или как вообще вот это вот, ну, не знаю, как сказать. Я называю это урбанизацией, ну, не знаю, может быть, это неправильно. У людей, люди же тоже в городах скапливаются, ну и животные от этого не отходят далеко, в принципе. Ну, потому что я считаю, что сейчас вот на самом деле вот есть такое мнение, что вот наше поколение, поколение наших родителей, где-то начиная с 50-х годов прошлого века по нынешнее время, мы живем в таком обществе, которое никогда еще в истории человечества не было. То есть, например, чтобы люди, ну, чтобы население, порядка 80% жило хорошо, да, то есть такого никогда не было. Раньше всегда, например, до капитализма, до вот, демократии 80% населения жили бедно, как в той же Африке, например, да, до сих пор. Но, а сейчас вот все живут достаточно на хороших условиях, и мы много еды выбрасываем, понимаете? Вот, и, конечно, вот эта еда, природа же не терпит пустоты. То есть, поэтому у нас раньше в Якутии крыс не было, сейчас вот крысы есть, да. Вот диких собак не было, сейчас дикие собаки есть. Вот. Поэтому проблема вот, скажем так, такого повышения уровня жизни, да, она требует, я думаю, изучения.
Вот, но хотя, вот и как Елена Шадрина недавно сказала в статье вот на сайте «Взгляд», тут проблема в том, что если собак слишком много, чем позволяет вот эти свалки и мусорные баки, то встает проблема питания. И собаки начинают сбиваться в стаи и охотиться вот на других животных. И как показал опыт бедной Сарданы Слепцовой, то есть они могут охотиться и на людей тоже. Ну, Ну вот еще эту проблему мы вообще-то обсудили, да. Я хотел бы все-таки, Николай, вы как доктор биологических наук, что можете сказать? Вы так здорово выступали на слушаниях депутатов там разных уровней, да, были выработаны определенные, так скажем, предложения, да, в изменении этого закона. Я могу только поконстатировать факт, что депутаты Государственной Думы, депутаты Якутской городской думы, председатель, по крайней мере, даже спикеру Госдумы отправил документы, да, вот этих предложений. Но на сегодняшний день закон существует, он должен действовать, как говорит Бурматов, и во всем винит бездействие властей, как ни странно, да, местных причем, не знаю. А вот вы, как, наверное, больше как биолог, что можете высказать? Потому что очень здорово выступили на том слушании, и оно было достаточно эмоциональным и очень жестким. То ну, сейчас как? да, ну, по поводу все-таки стаи скажу, что да, в реальности это происходит, потому что перепроизводство своеобразное, ну, как будем так сказать, перепроизводство собак, то есть их размножение и скорость появления потомства и большое количество самок, которые может производить потомство, у нас оно довольно большое. И поэтому стая всегда это для собак лучше. Почему лучше? Потому что они объединяются в некие сообщества, которые обороняют территорию, то есть обороняют свою кормовую базу, в том числе от других стай и других собак, одиночек и так далее. Поэтому вот плотность популяции, она растет. Когда-то был период, когда в Якутске насчитывали около чуть больше 1000 особей. Сейчас вот исследования, которые коллега Шадрина Елена Георгиевна изучает вместе с аспиранткой своей, она уже 6300, это минимальная оценка. То есть с учетом того, что сейчас есть пунктов передержки, то есть можно сказать, больше 7000, даже может к 8000 уже доходит. Когда была плотность 4300 в 2013 году, произошел тоже аналогичный несчастный случай, и уже было построено пункт передержки. Пункт передержки на самом деле очень необходимая и нужная вещь, потому что кто-то может там что-то потерять, что-то на время оставить и так далее. Он, в Это принципе, наш великий мультфильм, помните, «Стол находок», да? Что-то типа да, такого. типа такого, да. Ну и, конечно, понятно, что там должны быть жесткие правила. Если потерял условия там, поймали, работу затратили, то хозяин должен отвечать. И по поводу этого закона я вот уже выступил, сказал и считаю, и с коллегами мы готовим некое обращение, которое мы постараемся распространить в официальном порядке. Этот закон надо приостанавливать. Его действие, несмотря на то, что Госдума все его приняла, утвердила, и президент Российской Федерации его подписал. Ну, раз подписал, значит, может приостановить. Соответственно, тогда, мы считаем, должно вступить старый порядок изъятия, и он будет законным. Да, возможно, зоозащитники будут возмущаться, но на самом деле сейчас нынешний социум, по крайней мере у нас, в сибирских, дальневосточных регионах, он настроен на то, чтобы очистить бездомных собак. На самом деле, после советского периода, вот в российский период, такого жесткого отнимания, вот этих регулирования численности, все-таки местами не происходило. То есть
все равно держалась цифра, она понижалась в зависимости от интенсивности борьбы надо сказать, борьбы с бездомными собаками, потому что они были как бы вне закона и должны были... Вы имеете в виду прошлые года, да, я имею в виду до принятия закона или До это принятия советское закона. время? Да, нет, до принятия закона действовали те же самые законы Советского Союза, считай. Можно было их усыплять, что и делалось. Вот у нас этот процесс сильно ускорился после случая, когда закон уже начал действовать и обнаружился факт бешенства. Вот этот факт бешенства в восстановленном порядке было принято решение собак контактных в пункте передержки с бешеной собакой, их, соответственно, уничтожить. Потому что это источник для бешенства, это уже опасность для людей. То есть там уже передается различными способами. А откуда источник бешенства? Чаще всего это из-за пределов города. Как раз вот лисы служат, когда там драки, контакты сики происходят. И вот тоже то, что вот говорил Николай, к этому и приводит, что дикие своеобразные собаки, будем их называть так, бездомные, бесхозные, я их называю бездомные, потому что собаки должны быть только домашние. Вот пример Николая с Японией и другими странами показывает, даже вот во Франции, в Германии только домашние питомцы. То есть все, что выскакивает за пределы, контролируется и потом... А как же с охотничьими быть? А как же Нет, с так они же домашние. помощниками? Они же домашние, они все на учете. Да, они все на Не учете. соглашусь. Нет, Да. по поводу учета, в реальности, в сельских условиях есть система Меркурий, и там учитывается очень многое. И на самом деле ветеринары имеют разнарядку, по которой они регистрируют и коров, и лошадей, все в этой системе. И собак тоже в том числе они регистрируют. Так что в этом плане надо сказать, что система Меркурия, которую мало кто знает, она на самом деле неплохая система. Но эта учетная система у нас сейчас является необязательной. Вот как Николай рассказывал, в Японии уже при покупке и дорогая покупка, и сразу же стерилизация, а вот у заводчиков, вот Николай, наверное, тоже подтвердит, у заводчиков у них другие законы. Они имеют право распространять, но у них такие жесткости, что они, не дай бог, левого щенка зарегистрируют и попытаются его реализовать, это все, он чуть ли не лицензии он лишится, и у него больше ничего не будет. Поэтому в этом плане у нас есть такая система, и вот заводчики, они у нас более-менее организованы. Почему-то иногда говорят, вот заводчик что-то делает. Заводчик, во-первых, никогда свою собаку на самовыгул не пустит. Это всегда риск, что такой-нибудь бездомный кобель не накроет породистую самку. И, во-второе, никогда не пустит даже кобеля на сторону, потому что это тоже считается ухудшением породы в любом случае. Поэтому, соответственно, такая ситуация, что более-менее, Олег, с домашними и охотничьими у нас порядок. В селах еще такая эволюционная система происходит. Там плохо работающие собаки, они никому не нужны. Если взяли собаку, и она плохо работает, через некоторое время, мягко выражаясь, от нее избавляется. Охотникам не нужны некачественные собаки. И поэтому они, когда покупают, они покупают уже у проверенных заводчиков с определенными характеристиками, которые передаются чуть ли не по наследству, и они знают, вот эта линия особая, эта линия не очень, и так далее. Поэтому, соответственно, закон, на самом деле, сейчас в таком виде он только будет приносить проблемы. Эти проблемы мы видим, они будут нарастать. И вот у Лены Георгиевны есть диаграмма, по которой написано, прямо нарисованный график роста. Последние 2 года идет уже не арифметическая такая вот, ну, прямая, а вот же как бы по логарифмической экспоненте поднимается численность. Это большой риск. Если поднимается численность, автоматически создается основа для большего количества самок,
большего количества вот, бесхозных, бездомных собак, которые вот же дикие, и поэтому этот процесс может идти по нарастающей. Автоматически это приводит к опасности для людей, потому что опасность, она появляется, и она будет нарастать. Считается летом поменьше проблем, но учитывая, что все равно летом собак будет больше, они переместятся, может, на дачи и так далее, но там же тоже дети, там же, наоборот, их даже больше будет бегать в открытую. Поэтому там тоже определенный риск. Не дай бог мне скажут, что я накаркал какие-то очередные жертвы, ну, лучше от этого перестраховаться. А перестраховка у нас, ну, традиционно, это выбраковка, это убрать тех, которые особо не нужны. Никогда раньше такого количества стай по 7-10 я вот уже никогда не видел в своих окрестностях своего участка, чтобы так много было собак. Все-таки очень много. И это, соответственно, приводит к очень печальным последствиям. Поэтому закон надо просить президента нашей страны приостановить и сделать так, чтобы эти действия появилось после того, как появились законы по, как вот Николай говорит, по учету, по регистрации, по стерилизации изначальной, чтобы заводчики были учтены. Я думаю, они учтены, но все-таки, может, не полностью. Есть люди, которые не кастрируют своих, не стерилизуют своих самок и самцов, они тоже своеобразные заводчики, ну, беспородных собак, и в результате они их раздают волей-неволей, в результате они тоже куда-то поступают, движение происходит. Ну, и это тоже, опять же, неучтенное движение собак получается, оно опять сложно контролируется. Иногда они их раздают, а иногда просто их выбрасывают. Поэтому и получается, пока нету жесткого стопроцентного учета движения, этот закон вводить нельзя. Поэтому, соответственно, все проблемы у нас от того, что у нас вся цепочка не продумана. У нас продумана как бы финальная точка, не убить животное. А вот стартовая точка, как вот в Японии и в других странах, у нас не учтена. Поэтому у нас вот как бы перевернули с ног на голову, и теперь мы говорим, как в нашей голове больно. Конечно, больно. Мы не можем их сдержать, не можем контролировать, нельзя убивать, нельзя делать, надо выпускать, и в результате у нас плотность все будет расти и расти. Это Я, очень... конечно, извиняюсь, это можно аналогию привести, очень неприятную. Да? Недавним принятием президентом страны закона о педофилии. Ситуация, конечно, грубо, но, извините, наверное, надо действительно решать в первую очередь, когда создаются законы, они для людей или для чего-то другого. И вот здесь я тоже, вот, когда о гуманном, я все понимаю, но если красную черту переходят, то я думаю, что здесь ну, как-то неправильно не принимать меры-то. Здесь есть один такой вариант. Ну а на самом деле вот ваша акция, да, которую вы сейчас вот создаете, это как это сказать, воззвание, заявление, я даже не знаю, как это. Я думаю, это заявление обычное, стандартное, которое принято, но мы просто ее распространим и постараемся Но достаточно... основной контекст этого заявления, которое сейчас дорабатывается, состоит в том, что единственный человек в государстве, который может остановить данный закон, это президент страны. Но тем не менее, хотелось бы узнать, вот эта приостановка, она, по вашему мнению, нужна для чего? Она нужна для того, чтобы была составлена нормальная нормативная цепочка всех мероприятий, связанных с учетом, регистрацией, стерилизацией, именно приведение их в соответствии. Для этого надо этот механизм запустить, сделать, установить правильно, пишут, штрафные санкции, ответственности, и потом уже прийти к, пускай, какому-то элементу ОСВВ, там, где общество на это располагает. Может быть, Матов уже говорит о том, что уже параллельно летом примут штрафы до 30 тысяч рублей за то, что собака убежала и так далее. Тем не менее, мне-то больше интересует вопрос, может, закон сам по себе в чем-то и правильный, но конечная точка непонятная.
Мы должны содержать собак или за счет местного бюджета или федерального, не столь важно, да? Тратить деньги на то, чтобы... Зато мы не можем содержать людей. Вот здесь действительно дилемма большая. Я могу напомнить, почему я так говорю, может быть, кто-то не согласится, но буквально вчера, позавчера президент страны заговорил о бездомных людях. Вы извините, конечно, и когда я такую ипостасию сводится, и здесь недавно даже проводили такую концерт, когда детям в школах за завтрак 30 рублей, у собаки чуть больше, как бы. Я говорю о том, что в действительности, может быть, неправильно это я все говорю. Может, нельзя такое делать, но сегодня в условиях нашей жизни, ну, без сравнения ничего не получается. И поэтому я хотел бы задать вот вам, как и инициаторам этого заявления, все-таки вы хотите что сделать? Привести в соответствие, остановить, или же вот, даже не знаю, грубо говоря, Ну, тут ненужное вопрос... превратить в нужное. Нет, тут надо вот этот мертворожденный закон, да, Бурматова, его надо приостановить. И почему письмо президенту? Потому что, вот как вы прекрасно знаете, председатель Государственной Думы Володин дал команду создать рабочую группу Государственной Думы по изменению закона ФЗ-498, и эту рабочую группу возглавляет Бурматов, который пробил этот закон Бурматова. То есть это получается, ну, как плевок, да, вот в душу граждан России, родственников тех, кто потерял, да, своих близких от собак вот за эти 2-3 месяца вот этой зимы, да. Вот. И поэтому только президенту письмо. И, во-вторых, этот самый, так как мы живем в правовом обществе, все идет правовым путем, то есть официальное письмо будет направлено для рассмотрения. Вот, и это первое. Второе, все-таки вот у нас действительно, как сказал Михаил, да, все, телега пошла впереди паровоза, то есть получается. И мы создали вот эти приюты, как сказал вот наш глава, да, Евгений Николаевич Григорьев, 105 тысяч рублей на одну собаку в год надо на содержание. Вот, в пункте передержки на Очеченко уже 1000 с лишним собак. Да. Это получается, ну, 110 миллионов в год надо, чтобы их содержать. Плюс этот самый, оказывается, выделено всего 28 миллионов рублей вот, в городском бюджете на содержание вот этого пункта передержки. Вот. И в течение 3 месяцев эти деньги закончатся. Вот когда в 2020 году этот же собачий вопрос рассматривала Общественная палата города Якутска, вот, там выступала Белоус, бывший руководитель жилкомсервиса, вот она тогда вот руководила пунктом передержки, она сказала, что вообще ни копейки финансирования нет. Но все-таки после того, как вот того печального случая, все-таки мэрия начала выделять какие-то деньги, вот, и мы узнали, что вот 44 миллиона выделено, там, фонд получил 3 миллиона прибыли, то есть, ну, как бы люди на этом работают, их зарабатывают. Вот. А раньше, когда это было муниципальное, то есть они там и не зарабатывали, но работали. Вот. Поэтому сейчас это будет как снежный ком. Если мы поймали 1000 собак, поймаем еще 2000 собак. Если мы поймаем 3000 собак, сейчас выпускать их запрещено, их надо кормить. То есть получается по 105 тысяч на 3000 собак, это 300 миллионов рублей. У нас не финансируются школы, у нас медицина в полном провале. Да? Вот эта пандемия показала, что итог оптимизации, да, вот, бюджетных средств. Сэкономили. И мы еще будем выделять деньги на собак. Понимаете? И это все за счет местного бюджета по закону того же пресловутого Бурматова. Ну, можно дополнить? Это когда вот
закон принимался, это Николай Валуев, как первый зам председателя комитета Госдумы, он честно говорит, как член рабочей комиссии, когда той принимали, он сказал, в пояснительной записке было написано, расходов федерального бюджета не будет. Значит, получается, это все перекладывается на региональный бюджет, республиканский, областной, краевой. У нас автоматически тоже бюджет как бы не присмотрелся своеобразно, и тут же сразу сделали закон о перекладывании на муниципальный. И все равно в нашей стране, как ни крути, все равно в виде субсидий, в виде дотаций, это все равно федеральный бюджет. В результате что же самое? То есть получается, при принятии закона, получается, Госдума была введена в заблуждение и экспертами непонятными, которые там были, объясняли ситуацию. И сейчас уже говорится о софинансировании федерального бюджета. Сейчас говорят о том, что надо, наверное, закон адаптировать южный регион и северный. Сейчас говорят о том, что нужно поправки принять. Вот почему это все не проделывалось тогда? Хотя, например, мы эту информацию давали, но все равно как-то верится в более светлое, получается. Мы тоже вот столкнулись с этой ситуацией недавно, стали анализировать, а кинологи, специалисты в области оборота животных, они об этом с самого начала говорили. И оказывается, вот эта битва между ярыми зоозащитниками и людьми, которые адекватно ставили вопросы, это даже не мы, это еще есть люди, они уже их буквально прессуют в соцсетях, обвиняют, что они живодеры, что они убийцы и так далее. Они уже говорили еще до того, как закон был принят, когда обсуждение, но их никто не слышал. Не было времени, на что-то другое отвлекалось. В результате сейчас эти люди, они говорят, ребята, мы это давно говорили, что зоозащитники, особенно ярые, это опасные люди, которые ставят собаку выше человека. А вот это, когда сейчас мы уже прекрасно стали понимать, в реальности они к этому идут. Во всех случаях, которые происходят, они говорят, вот смотрите, ребенок побежал, он зря побежал, он не должен был бежать. Вот тут начала отмахиваться сумкой, не надо было пугать собак, агрессию проявлять. Вот тут они несли хлеб, надо было выкинуть этот хлеб, чтобы они убежали. Почему какие-то условия появляются? Почему мы должны подстраиваться под собак? Они ни в чем не виноваты. И вот недавно я посмотрел, как в Уфе собаки метров за 300 прямо стайкой бегут к мальчику, который их увидел и побежал. И, слава богу, выскочил с лопатой, наверное, это дворник или работник там управляющей компании, этой лопатой он начал отпугивать собак, их там было штук 10. Ребенок бежал, он быстро бежал. Слава богу, ему этот человек с лопатой повернулся. Вот эта лопата, понятно, что собаки чего-то боятся. И то, я думаю, что в данном случае они просто, не знаю, вожак испугался или что. А так, на самом деле, они могли бы и одного человека с лопатой облаивать до упора. Получается, что их агрессия, она огромна. Поэтому, что говорят зоозащитники? Все собачки спокойные. Вот у нас вот та собачка, которую брезент всем порвала, сделала, вот она, когда ее привели и сделали, она успокоилась. Конечно, ее привели, накормили, успокоили, она поняла, что она в безопасности, и она может успокоилась. Но в какой-то момент агрессии, когда у нее не будет ни еды, ничего, она снова станет агрессивной. Вот этой методики, сегодня собачка добрая, завтра она агрессивная. Она может быть агрессивной от кучи причин. Они же тоже существа биологические. Сегодня мы добрые, завтра мы злые на кого-то. Такое же может происходить. Обиделись, ответили какими-то словами на другого человека. Они тоже такие же. Вдруг ей плохо в конкретный момент, кто-то подходит к ней, и ей не понравилось. И они все-таки, есть классификация такая, собаки, которые охраняют территорию, да, и собаки, которые охраняют конкретную помещение, дом. То есть есть вот такие территориальные, стадные, они большую территорию охватывают. А есть, которые вот маленькую территорию, они все равно охранники. У них внутри сидит, их генетически к этому подводили. Они
такие уже нами, людьми, генетически выведены. И собаки еще на самом деле, это все равно же зубы. А зубы это считай как оружие. Вот в Японии относятся к собакам как к оружию, если разобраться. Любой вид пород, правильно же? Они все равно риск. У нас тоже ситуация идет собачка, даже домашняя, если она вдруг там без намордника может полаять на посторонних. Такое тоже происходит. Ну, это может плохо воспитанные собаки, но идеальное воспитание ни у кого не бывает. Все равно что-то да может произойти. Поэтому в этой ситуации мы вот оказываемся заложниками. И вот ярые зоозащитники, они уже перегнули палку. Они как бы уже, а наше общество почему-то вот останавливается, и ее останавливает в первую очередь вот этот закон. Они говорят, закон принят, он суров, но выполняйте. И начинают искать, кто же крайний. И, конечно, и тут крайний. У нас в Якутске, я считаю, что мэрия, муниципальная власть, в этом плане, ну, с подачи Сарданы Арсентьевны вообще дошли до финальной точки. Они передали фонду «Помоги выжить», который, вот Николай подтвердит, имеет юридический доход за определенный период, передали им вот, пункт передержки родячих животных. И этот пункт получает финансирование. В этом году процентовка финансирования очень большая. Чуть ли не под 100%, 90 с чем-то. Это неплохой бюджет в процентах отношений. Но они говорят мало. Конечно, возможно, мало. По нормативам, по численности. Они просто набирают собак, собирают по закону все больше и больше. Это как вот растет ком, его пытаются как бы обратно запихнуть. Но он не запихивается, он уже все прет. Поэтому, конечно, им всегда будет денег мало. Всегда будут постоянно просить, и вот это становится бизнесом. Потом еще они очень интересно как-то вопросы решают. Мы время от времени слышим, что просят деньги за собак, за выдачу, еще что-то, в том числе за бездомных. Тут люди возмущаются. Даже у меня есть в соцсети информация, я уже сбросил, конкретный телефон, которому перечислили деньги за то, что они бродячую собачку или свою собачку получают. Люди уже бизнес делают. Может, это вообще левый человек. Как это можно в муниципальном учреждении деньги на персональную карточку платить? Ну, кто-то на уши наехал, мягко выражаясь. Я так и написал, извините, уважаемые, если вы не понимаете и сами платили, то разбирайтесь в полиции. Это в реальности может там бизнес какой-то завязан. Надо это разобраться, потому что все не просвечено. Фонд не просвеченный получается. Причем Екатерина Безрученко, она впечатление создает, что она вот супер зоозащитница. Все делает, все старается, но не получается. У нее просто денег мало. Ее главный лейтмотив на стерилизацию маленькая сумма, на кормление маленькая сумма. Все она находит дополнительные деньги. И все она вкладывает. Я думаю, чертовщая миллионерша, богатый человек. Может быть, но я думаю, что она себя воспринимает как фонд, который аккумулирует деньги с нашего очень сердобольного зоозащитного Якутска. Может быть, ну, она аккумулировала, имеет право говорить, я вложила свои деньги. Причем она просит у муниципалитета, вот, а Чеченко часть территории только занята. Вот всю оставшуюся территорию, чтобы ей дали возможность для развития, для распространения. Если бы частные муниципалитеты, приюты существовали бы на свои деньги, абсолютно на не муниципальные, то пускай хоть 1 миллион там держит собачек, кормите, находите, можете сделать. Вот. Плюс мы прекрасно знаем, что есть определенная востребованность в собаках за пределами нашего российского государства. Вот зачем в Японии 1500 долларов платить, если можно из России подешевле взять, например. Нет. А в Германии так и говорят, что там очень много становится собак нелегально привезенных из России в том числе. Значит, это становится бизнесом. Значит, соответственно, кому-то выгодно. Потому что, ну вот у нас такая ситуация, что надо этим разбираться. Следственный комитет, он недаром обратил внимание. Пострыкин все-таки, я думаю, человек очень влиятельный и важный в нашей стране. Тоже пускай посмотрят, в реальности люди, профессионалы должны разбираться.
Ну, согласно вашему заявлению, надо приостановить все-таки действие закона. Я правильно понимаю? Но мы считаем, да, это наше мнение, пускай опровергнут его на каком-то уровне. Мы приводим логику, аргументацию. Я считаю, что это не мешает абсолютно параллельной нашей линии и другой линии. Конечно, надо параллельно работать в рабочих комиссиях там, и так далее. Вот как раз она приостановится. Ну, для чего нам нужна приостановка? Многие сейчас нас, и меня особенно, объявят то, что я вот живодер и так далее. Если мы приостанавливаем, то начинает работать старый закон. А старые законы, они разрешали гуманный процесс. И он будет законный. И никогда зоозащитники уже не могут говорить, что возбуждайте уголовное дело. Это все делается согласно принятому действующему закону. Он, который был до 498-го, он работал. Он не вызывал проблем. Да, там были отдельные вещи, связанные с тем, что не занимались отловом, не занимались, делали. Но теперь-то люди поняли. Теперь, наверное, пока действие пройдет, бродячих собак будет очень мало. То есть, возможно, вот помните наши детские фильмы, я бы так сказал бы, помните там такой нюанс, когда не дитё воруют, не родители, а собак. Правильно говорю? И за них просят выкуп. Нет, эта ситуация, вот это напоминает очень сильно. Или я что-то не прав, а? Все-таки. И действительно, когда принимаешь закон о содержании пожизненной собаки, я действительно не понимаю, это все-таки правильно или неправильно. Я вот что-то не понял. Ну, Если... собаки живут более 10 лет. Конечно, это же огромные ресурсы. Не, ну вы же сами говорите о том, что в западных странах этого нет. Нет, А почему у нас-то должно быть? Ну, Николай, потому что у нас, Олег, вы правильно сказали, мы богатая страна. То есть у нас бедные люди, но страна богатая. Она может себе позволить кормить собак за наши деньги. Это Николай просто как бы утрирует и шутит. почему утрируют? Так же и получается же. Ну, так Это же получается, так. да. Поэтому мы и хотим, чтобы люди жили богато, а не собаки. И еще вот такую фразу воспримешь, Олег. Я тоже так считаю. Я просто правильно понял, ваша акция, которая сейчас готовится на подписание, я так понимаю, для общественности, вы его опубликуете, можно будет подписать, согласиться или не согласиться, обращение к президенту. Но данное приостановление закона даст какой-то временной промежуток для подготовки и упорядочения данного, как это сказать, систему ввести жесткий контроль. И уже, наверное, раньше же у нас все-таки главенствовала служба ветеринарии, я правильно понимаю? Да. Потому что я недавно узнал, мало того, что президент ввел для бездомных, да, там, как разработать определенные меры, но я не знал о том, что ветеринарная служба России у нас только перестраивается. Закон уже действует, а служба только перестраивается. Вот как-то, понимаете, как-то это неправильно, или я что-то не понимаю? Олег, еще 2 года назад было сказано, что ветеринарная служба до сих пор не выдала нормативный документ, который надо руководствоваться для учета численности. 2 года назад. Значит, они уже до этого делали сколько-то лет. Еще 2 года прошло. Сейчас это еще не сделано. И недавно мы услышали, что принят федеральный закон почему-то. Нужен закон принять, а не нормативный акт, по которому вот есть обязательная регистрация. Но пока мы ее в действии не видим, значит, пока она не дошла до низа, значит, еще закон тот не принят. Поэтому, получается, еще, может, там далеко еще до этого дела. Поэтому Михаил, я правильно понял? Вот смотрите, я могу сказать, что имел отношение к собакам. Я помню, какой был учет и какие мы там эти книжки, Жетоны. там Жетоны были. уколы, не уколы, учеты, не учеты, да, там. И вдруг резко Бурматов появился, а куда это все делось?
И вдруг ветеринария не может закон, я вот не понял, то есть вступил новый закон, и что, и этот учет исчез, что ли? Я правильно понял? Или что-то не понимаю я вот в этом отношении? Он не обязателен. Он рекомендуется, и каждый добровольно может регистрировать, а может и не регистрировать. То есть он отменил старые нормативы и не ввел новые, я правильно понял? Да, получается так. Но при этом ты должен содержать за свой счет, ну так грубо, я, конечно, объясняю. Может быть, я не прав, что-то я не понимаю, да, но тем не менее, я не против зоозащитников, которые, ну, за свои деньги, за свою душу вкладывают собак, это никто никому не запрещает. Но когда я увидел одну из квартир, не буду уже там, Да, где да, было да, это ужасно. собак, кошек, это было что-то. Что-то И да. при этом это была квартира в КПД. Вы представляете, что это такое? Да, и еще, если там проверить состояние собак, там некоторых вообще в плохом состоянии, потому что во время кормежки там всегда есть кто-то лидер, кто-то слабый. И там Нет, ну я про это и говорю. То есть совсем на плохие. данный момент спасение и упорядочение в этом деле для безопасности жизни населения, все-таки его надо приостановить. Я правильно понимаю? Да, и навести порядок. Вот в том числе надо ввести нормативы, чтобы, например, вот как говорит Николай, во-первых, надо спрашивать разрешение соседей, даже у кого есть. У меня, например, вот сейчас есть собачка старенькая, но я не спрашивал никого соседей. Если будет учет, я обязан обойти всех и должен получить согласие. Причем я считаю, что вот у хозяев собачек в многоквартирном доме должна быть отдельная строчка плата за уборкой дополнительной. И я должен за то, что я гуляю по нашей окрестности, тоже доплачивать в управляющей компании. Я должен платить. Да, сейчас могу сказать, почему это, как это, за что платить, моя собачка не ходит, я там подбираю за ней что-то. По большей части 90% не подбирает за собаками. Это у нас нет такой привычки. Зато когда появится строчка, и причем ее можно вести не как налог, а как услуга. Я, понимаете, вот сейчас с собачкой гуляю, воздухом дышу, то все, да, мне нравится с ней гулять, я получаю эмоции, за эмоции надо платить. Я считаю, вот я, человек, которого могут называть живодером, еще что-то, держу собачку, взятую из приюта, и готов как услугу по договору с управляющей компанией, согласно муниципальных или каких-то законов, оплачивать. И это нормально, я считаю. Тогда я буду думать в следующий раз, взять ли мне вторую собачку, третью, четвертую, пятую, десятую. Вдруг у меня крыша поехала от любви к собакам. Нет, я остановлюсь, потому что я все равно, несмотря на все, денежки должен на дочку тратить, которая в Москве учится, на дочку, которая вот сейчас в декрете сидит. Я понимаю, что экономика у всех семей разная. И когда это им ударит по карманчику, когда они будут как... У нас же что, за вынос мусора там чуть поднялась на сумма, какой хайп был? Извините, если человечек возьмет собачку, он должен понимать, что он будет доплачивать лишних там 100 рублей в месяц, он просто или собачку не возьмет, скажет, нафиг мне это удовольствие, или будет понимать, что я за нее отвечаю. И если штрафы пойдут за то, что я вот, ну, вдруг у меня иногда собачка, я ее вывожу, где-то что-то, иногда так, она бегает, я не такой энергичный побегал, как она, я ее отпускаю, она раз куда-то исчезла. И ну, я ее зову, ругаю, там, так далее, но не дай бог убежит. Все, я должен понимать, елки-моталки, 30 штук, это четвертьмесячной или там третьмесячной зарплаты без премии, да? Соответственно, Или месячная зарплата, да. да, или для кого-то месячная зарплата, Или да? больше пенсии месячной. Да, вот, больше пенсии, точно моей. И я ее буду держать на поводке, не дай бог. Соответственно, Ну, это же подразумевает еще одну очень ответственность. большую, я так понимаю, это благоустройство города, о чем, да, если брать город Якутск, Правильно. даже всего сколько, 3 или 4 площадки, да, официально, для Очень выгула мало. собак только. Теперь общественные пространства должны будут учитывать и эту категорию граждан, я правильно понимаю? Нет, но по сути, я общественное пространство не доползу.
И сколько километров я должен чарить туда и обратно. Да Она нет, мне... ты преувеличиваешь. Рядом с тобой находится городской канал. И ходить далеко не надо. Ты это Не, преувеличиваешь. ну, я знаю, но это же канал городской, это же не... Это есть общественное пространство обустроенное, оно же не обустроенное. Я так не Нет, четко ну считаю. она сейчас не обустроена. Я говорю о том, что приостановка закона тогда будет рассматривать уже и такие пространства. Ну, Да, вынужденно. надо, обязательно. Это было бы вообще идеально. Это было бы 203 условие. микрорайон брать, там же только одна площадка, и то на 202, правильно? Ну, это тоже целое дело. Да, я согласен. Ну, да, здесь, видите, как раньше говорили, помните про цифровизацию? Ваш ум должен переработать эту систему, и вы должны войти туда-то, туда-то. И в данной ситуации вы предлагаете приостановить закон, сесть, подумать, спланировать, а потом уже делать. Я правильно понимаю? Да, и создать целую сеть рабочих групп, которые бы вот разрабатывали параллельно много-много документов и потом стыковали их между собой, это проще стыковать. И брать реально мировой опыт, который направлен на полезное. Вот японский опыт, германский, французский. У них есть сроки, просто у французов 2 месяца, кажется. Слишком большой срок. Мне кажется, достаточно, ну, 3 недели при наших соцсетях и так далее. Выставляйте бездомных собак, найдутся люди, возьмут семью. И, между прочим, единственный случай, описывающий, как фактически бездомные дикие собаки превращаются в домашних, это литературное произведение «Белый клык». Так Вот он же выдуманный. он выдуманный, вот именно, на самом деле, это было выдумано, но такие, теоретически, такие случаи бывают. Теоретически. И отдельные элементы вот этого существуют. Да, есть полуволки, полусобаки, мы тоже их видим, они существуют. Но примеров, что они стали домашними, ну, не знаю. Иногда бывают вот такие собаки в деревнях специально там заводят для каких-то особых качеств. Но это, на самом деле, это незаконная штука. Это вот они просто никогда не говорят, а когда на выставках специалисты-кинологи их выявляют, и их просто отбраковывают. Ну и Ну, я много... на самом деле, наверное, вас поддержу, но у меня все-таки под сомнение ставится совсем другое. Как можно принимать закон, когда у вас ветеринарная служба находится, извините, на перестроечном моменте? Я могу вам только одно сказать. Ветеринарная служба для меня это не сколько, как бы сказать, какая-то служба. Я считаю, что она именно служба безопасности населения в бактериологическом, ну, исчислении брать. Ну как может служба оказаться как бы не готова к этому всему и при этом принимать такой закон? Мне кажется, здесь что-то не так. Но я, Ну, может, преувеличиваю. по поводу ветеринарной службы, надо сказать, что это Россельхознадзор, там как бы 2 ответвления, связанные с животными, ветеринарной службой и с растениями. Там растениеводская продукция, тоже есть нюансы. По ветеринарной у них численность очень маленькая, известна, и они чаще всего, ну прямо люди все говорят, это кабинетные работники. Потому что их хватает только на то, чтобы вот эти бумагами заниматься. На уровне города и республики есть департамент ветеринарии республиканского масштаба. Они тоже делят функции между собой. У Ну, них есть... давайте я не об этом. Я так говорил о России. Да, Я у них, не говорил о нашей службе. у них сейчас реально учетных контрольных вот этих функций фактически и сил-то нету. Как они проведут, если по всему буквально одному району там штучное количество ветеринаров по огромному району, где куча населенных пунктов. Поэтому я думаю, в некоторых районах оптимизировали. и это тоже Недавно связано. прошла оптимизация департамента ветеринарии, и в северных арктических улусах их ликвидировали. Их Это как? объединили с ветеринариями центральных улусов. То есть филиала типа, да? Да, типа такого. То есть сокращение. Не, но люди, наверное, Ну, остались. это умом России не понять. Не, люди, наверное, Аршином остались. общем не измерить. Поэтому пишем письмо президенту и ждем результата. Ну, мы все вопросы там не поднимем, потому что мы, в принципе, ставим общефедеральный вопрос.
Вот эти республиканские оптимизационные, это уже вопрос Джиргура. Здесь концептуально мы просим, реально мы просим, потому что мы понимаем, что требовать у главы, который ввел этот закон, и вроде бы формально все соблюдено, где все 4 фракции проголосовали большинством голосов, где только Николай Валуев, примерно человек, который говорит, а вот когда мы делали закон-то, пояснительные записки, вот нас обманули, он это единственный и говорит, а все остальные говорят, нет, никаких поправок вносить не будем, мы гуманное государство, мы должны к этому двигаться. Гуманное по отношению к людям или гуманное по отношению к собакам. Мне кажется, идеальный закон этот может быть принят через какой-то период. Ну и людьми не Бурматовым. Как ни странно, уже доверия нету. Вот политики или получают доверие, или его теряют. На мой взгляд, сейчас у общества такая ситуация, что эта фамилия уже не вызывает никакого уже уверенности. Вот даже Николай говорит, что когда вот сказали, как комиссия будет работать, и работать. Причем он уже не председатель комитета, он первый заместитель. Извините, председатель-то кто? Кто отвечает в конце концов? Комитет или конкретная личность? Почему закон называет вообще по фамилии человека? Мне кажется, это неправильно. Госдума принимала решение, Госдума должна нести ответственность. Она, конечно, сейчас говорит, что закон правильный. Ну, с позиции зоозащитников ярых, да, для них он хороший. С позиции безопасности людей он требует, извините, корректировки. И мы, смотрите, мы вежливо ставим вопрос. Требует приостановки. Мы не говорим отмены, потому что закон в перспективе можно перелопатить основательно и сделать уже совсем по-другому. Где-нибудь там на югах, может быть, это хорошо. Ну, ребята там, на югах в Нижнем Новгороде говорят идеально. Но опять же, с Нижнего Новгорода приходит информация, что и там проблемы. Что этот фонд, который говорит, на самом деле аккумулирует и тихонько их не только в дома пристраивает, а куда попал. Мы же прекрасно знаем, что есть собачьи бои, они были, есть и втихаря будут. Может, их туда пристраивать, и они там заканчивают свою жизнь. Собачки. Нет, Может, ну, давайте не будем усугубляться. Я просто хотел бы в заключение, в завершении нашего эфира все-таки можете пояснить, где это можно все увидеть, прочитать и подписаться, как это все будет выглядеть. так, но мы тут поговорили и решили, что такое массовое подписание мы делать не будем. Во-первых, нас обвинят в том, что мы в условиях пандемии и большой численности что-то такое ускоряем, поэтому подпишется небольшое число подписантов, которые как бы вот боевики, в кавычках, до конца идущие, на которых можно и в суд подать, и паспорт, там, данные, все мы честно пишем, и адреса, где мы находимся. И остальных попросим подписываться через Google ссылку, где они могут зарегистрироваться, и пускай там пишут Буратино, там, Карабас, Барабас, неважно, там будут живые фамилии, которые нормально, реально не побоятся оставить свои данные. И мы прямо напишем, что, ребята, подписывайтесь честно. Если вас там не найдут, то скажут, что мы лапшисты. А мы так и напишем честно. Google ссылка и так далее. Найдут какое-то количество левых, неправильных фамилий, ну, что ж мы скажем, ну, не судьба. Но те, которые согласятся подписать, мы будем реально живые люди, которые будут отвечать, спорить, теоретизировать, получать по голове. Ну, это, считаю, надо сделать, тем более я коллега Сарданы Афанасьевны и считаю своим моральным качеством как-то отреагировать. Вот. Николай тоже работает в университете, он ее, может, там не особо сильно знал, но она из моего института, и я знаю, мои коллеги тоже написали, но все в разные инстанции. Все считают, что достаточно написать Володину или Конституционный суд, уже кое-кто это собирается написать. Но у нас идут эти процессы. Не мы первые, не мы последние. То есть уже ушло туда довольно много писем. Общественный экологический совет отреагировал при министерстве с предложениями. Общественная палата тоже вот эти же предложения поддержали и так далее. Они, пока Элтемен нас обсуждает, он тоже свое слово скажет. Не нужно их обвинять в том, что они ничего не делают.
Город тоже, вот, спасибо, Олег, ты нас осветил и сделал, мы тоже обсуждали, теоретизировали и так далее. Вот моя любимая фраза «мы консервы» оттуда вышла. Ну, в реальности, схватили, конечно, такую фразу, я в эмоциональных вещах сказал, но в реальности, когда ты понимаешь, что идешь и можешь быть угрозой именно как источник, не потому что они против меня, они видят в человеке, на которого напали, белок, и они хотят его покушать. Я не хочу быть консервом. Поэтому никто не хочет быть консервом. Поэтому, соответственно, из меня вырвалось. Ну, с другой стороны, я считаю, что собаки опасные существа и в эпидемиологическом, и то, что они зубы имеют, и так далее. И их И это вы, имея собаку, так говорите, я правильно понимаю? Да, потому что знаете что? Я иногда свою собачку, она вот у меня старенькая, ей 12 лет, и так далее, когда внучки приходят, и они ей слишком надоедают, она сидит у себя там, забивается и рычит немножко местами. Я и то понимаю, и я внучкам говорю, не подходите, и собачку воспитываю. Она понимает, что она по рангу ниже, чем любой человек, и то она рычит. Я-то понимаю, что если она цапнет внучку, я буду виноват. И жена будет виновата, что мы не пощадили. И мы ни на кого не сделаем. Мы сделаем то, что мы считаем нужным. Если она цапнет. Пока она не цапает, она понимает свою иерархию. Она воспитанная, хотя она бездомная, всегда была, но я угадал. Я говорю честно, я угадал, что увидел собачку добрую. И она просто сейчас уже совсем другая. У нее можно еду из рта вытаскивать, она ничего не вкусит. Потому что она знает, что она существо все-таки ниже, чем человек. Она нам всем обязана. Мы ее уже 8 лет кормим, держим и так далее. Вот Ну, так уже так долго говорим, да, я думаю, пора завершать, да, наши разговоры или откровения, я так сказал. Наверное, до скорой встречи, и, наверное, когда будет готово письмо, оно уже будет скоро, письмо готово, да, мы его опубликуем. Ну, а там дальше посмотрим, как отреагирует общество на наш эфир и, наверное, на ваше письмо. Тогда не прощаемся, да, до скорой встречи. Ну да, спасибо, Олег, за то, что ты нас организовал. Да, Это спасибо, Олег. важно. И все-таки письмами, а когда вот такое видео есть просмотр, совсем другой. И есть много профессионалов, даже получше нас. И мы, между прочим, наше мнение основано на мнении зоологов. Вот Николай упоминал Шадрину, Хлопкова. Это люди, профессиональные зоологи. Но я тоже на них опираюсь. На выступления, на информационные и так далее. Многие скажут, что мы профессионалы, но мы просто люди, мы просто видим эту систему. Может быть, мы чуть-чуть более такие общественные, эмоциональные люди и так далее, но такие тоже нужны. Поэтому спасибо за эфир. Думаю, что те, кто нас слушал, те поймут, разумные зоозащитники. Мы никого не называем тем словом, которое часто употребляют о ярых зоозащитниках, путая их всех, кашу перемешивая. Ну, есть и ярые, которые нас будут называть всяко разно. Но мы уже привыкли. Что делать-то? Ну ладно, давайте прощаться, до скорой встречи. Я